ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Накануне Ухта отметила главный праздник страны. День Победы в нашем северном городе начался с шествия Бессмертного полка в 10 часов утра. В этом году шествие прошло по центральной улице, проспекту Ленина. Желающих поучаствовать было примерно 10 тысяч. Это мой дедушка. Он воевал на Ленинградском фронте. Был артиллеристом, командовал батареей. Получил ранение в бою. Был отправлен в медсанбат. Впоследствии ему ампутировали ногу. В 22 года. А это папа моей старшей сестры, моей сводной сестры. Он погиб 14 января 1945 года при штурме города Кёнигсберг. Похоронен в братской могиле под Кёнигсбергом. Моя бабушка. Она защищала Москву, была зенитчицей, сбивала вражеские самолеты, была ранена. Живая река остановилась только возле монумента «Вечный огонь». В роковые и 40-е тут был военкомат. Именно отсюда ухтинцы уходили на фронт. Спустя годы здесь же вспоминают о каждом из них традиционно торжественным митингом. В честь всех защитников Родины маленькие певцы шоу-группы «Фасольки» исполняют новую песню местных авторов под названием «Бессмертный полк». Шагает полк, бессмертный и бессмертный, шагает так, незабывающим сердцам. Мы передали нам, как истина бесценный, почет и слава дедам и отцам. Но главные слова на этом почти священном месте произносят все же не артисты, не ведущие и не официальные лица, а герой, самый настоящий. Таких в нашем городе осталось всего 45. Участника войны Владимира Назарова все слушают, затаив дыхание. 4 года нос в нос со смертью на полях сражений. Но нас не сломили. Мы выстояли, мы победили. Мы сломали хребет этой фашистской гадине и вбили ей смертельный кол в ее желудове. После возложения цветов к вечному огню торжественная процессия двигается вверх по Первомайской. Тут начинается главное мероприятие всего праздничного дня – Парад Победы. Конечно же, первыми на площадь выходят именно победители. Почти всех их уже нет. Но сегодня они смотрят на нас с фотографий. Как и тогда, больше 70 лет назад. Русский идет бок о бок с грузином, белорус с азербайджанцем, украинец с татарином, ефрейтор Тропникова и полковник Истомин. Все они снова в строю, став на миг однополчанами. Бессмертный полк, самый крупный за все годы проведения этой акции в Ухте, шагает по Первомайской ровно 20 минут. И только после начинается официальный парад, как это принято у военных. Товарищ полковник, личный состав гарнизона для проведения парада, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, построен начальник гарнизона майор Подлатов. Для парада выстроились сотрудники МЧС, УФСИН, а также юные кадеты. И только одна коробка простых горожан, не носивших форму никогда. Точнее, горожанок. Добровольный женский батальон идет в Ухтинском параде уже 3-й год. Символ силы и воли всех женщин, отдавших молодость, здоровье и жизнь во имя той победы. Здравия желаю, товарищ полковник! После приветствия все они проходят по Первомайской, чеканя шаг. На этом официальная часть праздника заканчивается. Начинается театрализованное представление и народное гуляние. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого. Для тех, кто по какой-то причине пропустил выступление творческих коллективов днем, была возможность посмотреть на них уже вечером. В 19:00 начался концерт на Комсомольской площади. Есть одна для всех весна, берлинская дорога. Плесну на землю пламенем всех тех, кто был нам дорог. Спасибо вам, что мы живем, забыв, как пахнет порох. Спасибо вам, что мы живем, забыв, как пахнет порох.
целом программа 9 мая в Ухте длилась 12 часов. Точку в праздновании поставил традиционный салют Победы.